Я сейчас до вас тоже доберусь. Сейчас мы по курятнику тоже ударим. Ханбиев, Магомед, высказывался. И по этому вопросу я хотел бы так пройтись по этим моментам. Я вижу их реакцию после всех публикаций здесь на канале, когда я начал осуждать оккупацию Чеченской республики Ичкерия, как российская армия начали убивать чеченцев, наших братьев и сестер. Вот, когда я начал говорить на эту тему, то эти марионетки, эти предатели заерзали, запаниковали. И я уверен, они получили приказ от своих хозяев, от Кремля, от спецслужб России, чтобы они провоцировали меня, чтобы оскорбляли меня, и там, моих родственников. Так вот, и я лишь могу как бы привести параллель с этой паникой. Бывает вот во время шторма, да, вот шторм начинается, и крысы бегают на корабле. То же самое происходит, то же самое. Сейчас заерзали, забегались, там, и не знают, что делать, запаниковали. Появилась вот такая вот истерика у них. И начали брать вот этих личностей, которые критикуют их, и начали оскорблять их. Вот до чего они даже мерзкого дошли, когда начали в своих высказываниях вот так публично говорить вещи, которые нельзя было говорить в нашем обществе. Это происходит первый раз. Это первый раз. Именно ртами, вот грязными ртами вот этих предателей. Поэтому они запустили этого Ханбиева, чтобы он оскорблял меня, как бы тянул на свой уровень. Это человек в возрасте, намного старше меня. Он даже по чеченским обычаям, традициям не имел права вот так обращаться ко мне. И другой момент, что этими высказываниями этот Ханбиев, этот Даудов и все им подобные пытаются прикрыть свое предательство. У них это не получится, не получится. На что они способны, только это оскорбление людей, их унижение. Да, они могут забрать родственников, давить на них. Вот мы заставим их объявить кровную месть. Представляете, идут к родственникам матери, которого это вот тоже никогда не было. Не было. Это первый раз сегодня происходит. И давят на них, чтобы они объявляли кровную месть. Так вот, Ханбиев, вот что я тебе скажу. Ты никак не можешь угомониться. Не я призывал к войне, не я говорил, что я воин, не я был командиром Национальной гвардии, и не я должен был строить армию, которая должна была сопротивляться российской агрессии, защищать чеченский народ, воевать против российских оккупантов. Не надо прикрываться этим, моим именем, очернять меня, что я якобы не был на войне. И ты прекрасно знаешь, где я был, и для чего я был, и что я делал, ты прекрасно знаешь. И ты прекрасно знаешь, что во время Первой российско-чеченской войны я принимал участие там во время той войны. Ты это прекрасно, хорошо знаешь. Ты не воевал на Второй войне, я тебе так скажу. Да, может, где-то ты как-то участвовал в чем-то, но был далеко от войны. Ты был далеко от войны. Сейчас пытаешься прикрываться именем Аслана Масхадова. Да я тебе еще раз говорю, я тебе запретил называть его имя и называть его бывшим даже сторонником. Ты предатель. У тебя все признаки лицемера, понимаешь? Я тебе прямо говорю. Прямо говорю. И еще, ответь мне по Дагестану, почему ты скрытно от своего президента отправил в Дагестан помощь, и хорошую вот такую большую помощь Басаеву Шамилю, которую ты сегодня очерняешь и наговариваешь на него. Ответь нам, ты делал это или нет? Ты отправлял ему помощь или нет? Вот буквально недавно поймали 2 людей, которые участвовали в этих событиях в Дагестане. Их поймали и посадили в тюрьму.
И почему ты находишься сейчас, являешься членом этого, чего у них было? Единой России, стал единорогом после всего этого. Так что мы ждем от тебя ответа. Почему других арестовывают, а ты находишься где-то там у них за пазухой? То я могу так, подумать, что ты и с тех пор имел связь и мог с тех пор работать на этот Кремль, и ты не ответил по тем контейнерам, о которых я говорил. Ты прекрасно знаешь, что я называл твою фамилию, и вы как бы проигнорировали это. Вы знаете, что вы хотели подставить президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова после того, как его убили, подставить следующего нашего президента Абдулхалима Садулаева, Далазат Обалдольсер, и подставить чеченский народ, используя вот эту провокацию, кремлевскую провокацию с этими контейнерами, с радиацией. Я про них говорю, я подчеркиваю. Ты пытаешься принизить имя Аслана Масхадова, а также имена других героев чеченского народа. На что ты больше способен? Что ты больше можешь сделать? Наговаривать на тех людей, пытаясь как бы принизить. Да ты сам себя уже принизил. Больше уже места нету. Ты опустился ниже плинтуса даже. Они погибли на Газавате. Еще раз говорю. Сейчас ему легко говорить такие вещи в адрес тех людей, которых нет в живых. Скажем, про Басаева. Что он ему говорил, там, мог оскорбить, и Басаев уходил, и ничего ему как бы не говорил, то есть не смел как бы. Это некрасивые высказывания. Нельзя такое говорить в адрес того человека, которого нет в живых. Нельзя оскорблять. Вот. Он этим его не принизит. Он сам унижает себя такими высказываниями. Я такого не помню. Я знал Басаева с 94 года, так же, как и Ханбиева, тоже с 94 года. И ничего подобного я не слышал. Да, там какие-то стычки были, но чтобы так оскорблять, это я что-то не припомню. Мага Ханбиев был командиром Национальной гвардии. Я как раз выкладывал это видео, здесь это видео есть на этом канале, где он говорит, что он не министр обороны, а начальник, командир Национальной гвардии. А тут наш брат спрашивает, что якобы Ханбиев говорил, что он сам, Ханбиев Магомед, был с моим отцом до конца. Нет, это неправда. Во время Второй российско-чеченской войны Ханбиев особо не светился в этих стычках, в войне, старался быть в стороне. И потом уже выяснилось, это сейчас уже конкретно видно даже слепому, почему он действовал именно так. Он не воевал во время Второй войны. И кое-как был на связи с моим отцом, с Асланом Масхадовым, и все его речи, якобы он чуть ли не на своей спине носил Масхадова, это все чушь, это выдумки, это неправда. Только мерзавец может вот так врать, как будто бы не осталось никого, кто мог бы сказать правду. Остались, есть люди. Не был он до конца. Он до конца держал связь с Кадыровым, искал какого-то удобного момента, чтобы переметнуться на ту сторону, но ему как бы не было удобно это делать перед Масхадовым. И придумав такой сценарий, якобы у него захватили родственников, и поэтому ему пришлось уйти на ту сторону, то есть к русским кадыровцам. Он пошел на этот шаг. А сейчас вот так вот бессовестно врет, что он сам пошел. Я имею в виду
как он врал раньше и как он сейчас это говорит. Ну да, действительно, по договоренности все было с Кадыровым бессовестным.